Власть опять решила обмануть население. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как в Гбао дали интернет, но как он вылез боком всему населению. Подписывайтесь на наше обновление, точно будете в курсе всего самого интересного. 21 марта Горно-Бадахшанская автономная область вновь была подключена к интернет-связи, которую здесь отключили почти 4 месяца назад. Но, по словам жителей, скорость интернета практически не позволяет им пользоваться. По словам жителей Хорога, несмотря на то, что долгожданный значок интернета стал появляться на экране их телефонов, сама связь так и не появилась. Например, они не могли подключиться к мессенджер-приложениям, по которым связывались с родственниками в России или за рубежом. Вчера целый день пыталась открыть приложение Viber, но оно так и не открылось. Приложение показывало, что соединение невозможно. При этом, пока значок интернета был включен, деньги со счета за интернет ушли, говорит жительница Хорога Ситора. По ее словам, аналогичная ситуация и у других моих родственников, когда сам интернет есть, а скорости нет. У кого-то он работает, но недолго. Социальные сети и информационные сайты тоже долго загружаются, но в большинстве случаев и вовсе не открываются. А как вы относитесь к такой ситуации, что интернет якобы дали, но пользоваться ним невозможно? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Думал, теперь будет возможность пообщаться и увидеть родственников на Памире, но я не смог до них дозвониться. Говорят, что подключили только интернет формата 2G, у которого очень медленная скорость, поэтому многие приложения не будут работать. На Памире скорость интернета всегда была плохой, а теперь она на таком же уровне, что все эти 4 месяца было, говорит один из трудовых мигрантов, проживающих в России. Напомним, интернет в Гбао был отключен 25 ноября прошлого года. Как объясняли местные власти, причиной стали опасения, что отдельные группы в Европе могут подстрекать население к конфликтам. На прошедшем же недавнем собрании местных органов власти глава области Алишер Мирзанабот сообщил, что интернет в области был отключен в целях поддержания чистоты информационного пространства в регионе в связи со случившейся ситуацией в Рожскалинском районе и городе Хорог. Как вы относитесь к тому, что на самом деле власти просто боялись оппозиционеров, которые живут за рубежом и не боятся высказывать свое мнение, и пытаются этому научить местное население, чтобы они не боялись говорить, что не так, и требовали у власти выполнять свои обязанности? Это же просто обычный страх перед своим народом. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии, что вы думаете по всему этому поводу. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!